Мне тут подготовили, конечно, на 8 страницах доклад, но я, наверное, не буду зачитывать доклад, просто я вам своими словами, человеческими словами расскажу, чем же занимается управление образования по организации обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Ну, как уже отмечали до меня, вот, Туяр Валерьевна отметила о том, что последние годы у нас идет увеличение количества детей с ОВЗ, детей инвалидностью. Почему так происходит? Можете вот так пустить, как слайд? Потому что я не по тексту пойду сейчас. Да. И дети с ОВЗ, они были всегда. Всегда. Просто вот сегодня мои коллеги тоже отметили, что сегодня медицина шагнула очень вперед. Есть очень хороший инструментарий для диагностики детей. И родители сейчас уже знают, информированы о том, что детям, скорее всего, помощь надо оказывать еще в раннем возрасте, от нуля. Поэтому вот тем родителям, которые занимаются своими детьми, им вот большая благодарность. Я вот как дефектолог по второму образованию, я очень долго работал с детьми неслышащими и понимаю родителей, которые имеют ребенка-инвалида. Это очень большой титанический труд и мужество, и любовь к своему ребенку. И вот возвращаясь к диагностированию, вот в последнее время появилось очень много инструментариев для того, чтобы диагностировать те или иные нарушения у ребенка. И есть сейчас очень много методик, которые позволяют выявлять и оказывать помощь. Сегодня комиссия по МПК работает, и, например, наша территориальная комиссия, их у нас в городе Якутске 2 комиссии. Конечно, это на большое количество детского населения города очень мало, поэтому родители всегда жалуются, что большая очередь. На сегодняшний день, чтобы попасть на обследование по МПК по городу Якутску, очередь уже до июня месяца. Вперед уже записан. Вот. Из отчета по МПК ежегодно мы видим, что мы увеличиваем количество детей, которые охвачены обследованием по МПК. В прошлом году, например, было обследовано около 800 детей, из них 58 детей получили статус ОВЗ, 137 человек получили статус ребенка-инвалида. Естественно, конечно, они направляются, рекомендуются по МПК на выбор и траектории обучения и реабилитации ребенка. На сегодняшний день можно сказать, что в городе уже сложилась хорошая практика по устройству и обучению. Что-то хотите спросить? По обучению устройству детей. Вот я вам расскажу, что наши родители молодцы. Они подняли вопрос об обучении детей с расстройством аутистического спектра аж в 2016 году. Я помню еще тоже, мы встречались в 2016 году в фонде Харысхал. Тогда была Вера Душкевич, да. Она тоже собрала родителей, общественность. По-моему, Ирина Александровна была. И мы все думали, как же нам организовать обучение детей с расстройством аутистического спектра. Для нас, конечно, это был непочатый край, вообще дремучий лес. Вообще в те времена вообще методик не было хороших, рекомендаций, как это организовать в обычных школах, условиях инклюзии. Вы сами знаете, что у нас в школах раньше, сейчас уже такого настроения нету, всегда сопротивлялись принятию ребенка, особенного ребенка, поскольку это предполагает значит, создание каких-то условий, это значит принятие новых специалистов, разработка каких-то учебных программ и так далее. Но последние годы и в законодательстве российском, в законе об образовании появилось очень много положений, которые регулируют обучение. Это наш федеральный государственный стандарт образовательный по адаптированным программам.
по которым мы сейчас работаем. Работают коррекционные школы наши и наши образовательные учреждения. И вот, возвращаясь к детям, мы, значит, для того, чтобы создать, разработали примерное положение об ресурсных классах в общеобразовательных организациях, ну, школах. И нашим пилотным проектом была 35-я школа. Вот сегодня завуч как раз по инклюзивной работе школы номер 35 Любовь Владимировна здесь присутствует. Она, скорее всего, расскажет уже подробно, как это. Но это мы прошли, как скажем, огонь и воду. Были разные моменты, когда и родители были недовольны, и мы сами были недовольны своей работой. Во-первых, мы столкнулись с тем, что у нас не хватает методик, по которым мы должны работать. Четкого разграничения, что это такое, ресурсный класс, какой он должен быть. Ведь в законе об образовании нет уже вообще понятия о ресурсном классе. Есть только коррекционные классы, значит, и мы полагаем, что это коррекционные классы с ресурсной зоной, или же просто обычные классы ресурсной зоны, где ребята могли бы ну, пройти с тьютором своим, успокоиться, там пройти какие-то эти самые моменты по учебной программе. Естественно, первый блин, конечно, был немножко комом, но мы же учимся на своих ошибках. Поэтому сегодня мы можем сказать, что у нас достаточно опыта по устройству и организации детей с расстройством аутистического спектра. Мы их открыли в 35-й школе и адаптированной в школе-интернат номер 28. На сегодняшний день у нас там в одной школе 2 класса, 3 класса, а во второй школе 3 класса тоже работают. Родители очень довольны сегодня. Мы тоже довольны тем, что мы создали для детей более-менее подходящие условия. Сегодня мы перед собой ставим задачу, чтобы в вновь вводимых школах, сейчас, вы сами знаете, в городе будут интенсивно строиться новые школы большие. В этом году мы запустили школу номер 39 имени Николая Николаевича Шарина. Он с сентября будет работать. В этой школе мы открываем 2 класса для детей с расстройством аутистического спектра. Кроме этого, мы планируем открыть, в связи с тем, что у нас высвобождается немножко школа, за счет 39-й школы оттока детей, которые должны были учиться во втором округе, они уйдут в 39-ю школу, и в 3-й школе у нас будет возможность открыть 1-2 класса для детей с интеллектуальными нарушениями, да, для детей ЗПР, задержкой психического развития. Дальше мы откроем классы в школе номер 16, в школе номер 5 мы открываем, и в пригородах мы в этом году будем открывать в Мархинской первой школе и 32-й школе на Газпроме. Поэтому сегодня школы уже как бы не боятся открывать. Для этого, вот я скажу, не секрет, что у нас даже были сопротивления со стороны родителей, неприятие. Родители не хотели, чтобы вместе с их детьми здорово учились дети, ну, особыми потребностями. Даже писали нам жалобы, петиции, чтобы мы детей удалили, их, значит, изолировали и так далее. Но нет. Сегодня общество уже знает, что все дети, они могут обучаться. Сейчас понятия необучаемых детей нету, вот, и под них уже создаются вот эти методики и условия. Последние годы, но не только последние годы, и до этого у нас детские сады очень активно работали с детьми разными нозологиями. У нас открывается в детских садах очень много групп для таких детей. Дети коррекционные группы, компенсирующие группы, где у нас находятся дети всех нозологий, начиная неслышащих, плохо видящих, незрячих, ЦП и другими интеллектуальными решениями и так далее. Сегодня здесь присутствует
заведующая детским садом, номер 1 звездочка. Значит, Елена Сергеевна, она, скорее всего, расскажет тоже конкретно по опыту. У них очень такой, скажем так, передовой опыт по всей республике. Даже, мне скажу, не совру, что в России. Вот. Ну да, в России. Почему мы должны скромничать? Потому что работать с такими детьми очень такие люди-энтузиасты, преданные, любящие детей. Но, тем не менее, у нас все равно есть проблема. Во-первых, мы вот обращаемся к нашему университету. Мы уже не встречались с Ириной Александровной. Мы на них смотрим как на вот наших спасителей, потому что тем, что мы открываем везде наши и группы в садах, и классы в школах, нам не хватает специалистов. Хотя мы сегодня уже добились того, что во всех школах у нас работают психологи, но в больших школах у нас по 2-3 психолога работают. Мы сейчас требуем, чтобы во всех школах были логопеды. И логопеды сейчас есть, они не в одном экземпляре. Алиса, стоп. Их много. В больших школах по 3, потому что, вы знаете, очень много у детей проблем с речевыми недостатками и так далее, которые влияют на усвоение образовательной программы. Поэтому мы ставим для школы это как требование. Сегодня мы уже с позапрошлого года открываем ставки дефектологов, потому что, казалось бы, дети учатся, нет видимых причин, да? Нет рекомендаций по МПК и так далее. Но многие родители очень поздно понимают, что у ребенку нужны специальные условия и помощь коррекционно-развивающая. Поэтому они уже выявляются только во 2-м, в худшем случае, в 3-м классе. Это бывает не успевающие ученики, которые не могут освоить. И мы их убеждаем родителей, чтобы они прошли по МПК. Но очень поздно они проходят. Вот. Поэтому я вас прошу, по времени, чтобы мы шли так вот как-то я просто немного быстрее. могу Да, сегодня часами. я знаю, что вы можете... Я вообще очень рада, что мы с вами как-то нашли наконец-то вот такие вот точки, соприкосновения. А есть возможность, сейчас задать вопрос Егору Афанасьевичу, потому что были озвучены проблемы про повышение квалификации, про переподготовку и так далее, так далее, так далее. У кого какой вопрос, коллеги, можете задать прямо сейчас. Так, не во всех школах у нас открыты ставки дефектолога, да. В детских садах, что вы имеете в виду? А в школах, в детских садах, в большинстве детских садах есть дефектологи, а в школах, вот сейчас я точно не могу сказать, подождите, у меня тут, по-моему, есть. Ну, в принципе, половина школы есть у нас дефектологи. А в будущем планируется ли расширить штат? Знаете, что как формируются штатные единицы? Если есть дети с ОВЗ, дети инвалидностью, да, то на них выделяется субвенция. Сейчас же деньги выделяются. Все у нас упирается в финансирование. Из чего складывается финансирование школы? Вы скажете, да? Скажет, как вышли из этой ситуации, Елена Сергеевна говорит, что я отвечу. Не утруждайтесь там. Есть некоторые, есть некоторые. Ага, Лицей, пожалуйста, ваш вопрос. Мы с вами встречались на днях. Да. Ну, в настоящее время у нас идет сейчас набор 1 классы, и у нас заявление, нам нужны ваши заявления уже с рекомендациями по МПК и по месту жительства. Мы же сейчас, раньше мы всех направляли, где у нас есть место, вот где мы укажем, там и направляли. Сейчас мы хотим, чтобы дети были
по месту жительства, чтобы была шаговая доступность. И по каким классам? Ну, скорее всего, будет классы для детей интеллектуальным нарушениями. ЗПР? Для детей, ЗПР, да, да, ЗПР, да. ЗРР. Ну, ваши вот дети, в принципе, да, вот в вашем случае, они, в принципе, же могут обучаться с ними. Да, могут интегрироваться. Спасибо большое за ответ. Ага, все, насколько я тут понимаю, единственный больше... мужчина. Да, вы нас очень прям разбавили. У Это нас я еще, как в малиннике у сижу. нас еще был оператор. Ага. Да. Да, Люция, конечно. В основном все адаптированные программы, они подразумевают начальное образование. Просто там пролонгированные сроки обучения разные. Например, в вашем случае ставят 2 года пробного обучения. Правильно? Вот. У кого-то, значит, 5 или 6 лет пролонгированные начальные классы. После прохождения вот этого обучения уже по динамике развития ребенка он может быть уже интегрирован в обычные классы. Знаете? У нас уже есть вот, ну, об этом, наверное, скажет Любовь Владимировна, дети, которые обучаются в обычной школе, дети раз. Которые перешли Классе, в то есть. классы обычные, да. Спасибо большое. У нас есть Что, да, запрос у родителей. Нас сейчас в Zoom смотрят множество родителей в том числе, да. Есть запрос, чтобы повторили количество и где что открывается. Но я так думаю, в каких школах. Я так думаю, что повторять мы сейчас на память не будем, мы просто эту информацию передадим, хорошо, в таком я могу в буквенном виде. Ну, давайте еще раз. Конкретно уже решен вопрос по 39-й школе. 39-я. Да, потому что там созданы все условия. Мы сейчас, когда строим новые школы, мы в тех заданиях, значит, обязательные условия, чтобы были безбарьерная среда для удобства детей с различными нарушениями здоровья. 39-я школа, в 3-й школе, в 5-й у нас будут открываться уже, это не первые классы, там старшие классы, в 16-й школе, 32-й и в Мархинской 1-й школе. Пока, может быть, география еще расширится, понимаете? У нас еще, да, новая школа, пристрой очень такой красивый, он и с лифтом и так далее. Он находится в пригороде, 12-я школа. Мы на нее тоже возлагаем, что если будет там близости ребята, которые там проживают, мы там тоже откроем. Просто у нас сейчас нет ограничений для открытия, потому что коллеги готовы уже, директора. Директора готовы, да? Ну, почти все созрели. Да, сейчас. Давайте поаплодируем этой Ладно. новости. Директора созревают. У каждого разный срок созревания. Кто-то быстро, кто-то вот медленно, полежать надо, подумать. Вот бывает по-разному, как говорится. Спасибо большое. Я очень рада, что мы сейчас с в таком диалоге. В WhatsApp, да, иногда. Это бывает редко, но все же. И вместе мы сейчас, в том числе при вашей поддержке, реализуем проект, про который потом расскажет Елизавета. Ольга Ильинична, пожалуйста, пару слов. Да, к сожалению, забыла сказать про то, что мы, конечно, благодарим Егора Афанасьевича за участие, да, вручаем, руку жмем, да, и фотографируемся. Да, ага. Ольга Ильинична, теперь вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Именно хочу начать с коллеги, так как я свою педагогическую деятельность начинала буквально в специализированном коррекционном учреждении для слабовидящих и поздно ослепших детей. В этой должности главного специалиста Министерства образования и курирую данное направление буквально 1,5 года. Поэтому не понаслышке тоже, как мои коллеги, да, работала и веду это направление. Хочу немножко рассказать, что же у нас ведется на региональном уровне. Если мы услышали на муниципальном уровне на примере города Якутска, да, и еще у нас отдельные учреждения, директора, замдиректоров со своими опытом обмениваются. Хочу немножко пару слов на региональном, на уровне правительства. Что же у нас принято, будут приняты и вообще какая работа ведется. Пару слов буквально.
У нас есть координационный совет по развитию инклюзивного образования, где у нас председателем является заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Местников Сергей Васильевич. У нас заседание проводится буквально, и по решению этой комиссии заседаний, да, у нас принята концепция развития инклюзивного образования в Республике Саха-Якутия. В прошлом году проведены международная научно-практическая конференция, именно международная в прошлом году в июне, да, где также и принята резолюция. У нас, если рассказать пару, что же у нас на уровне, все равно без цифры не обойтись, да, вот кратко рассказать. Если на 1 марта 2023 года у нас всего общеобразовательных, для сведения, 633 учреждения общеобразовательных организаций, и в них обучается 8979 детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Из них же детей-инвалидов у нас составляет 3988, и детей с особой образовательной потребностью 4991 ребенок. Как вы все знаете, у нас выявление производится на основании ПМПК. По всей же республике у нас функционирует 21 комиссия, из которых представлено в муниципальных районах 17 и 3 труднодоступным районам. Да? Вот как Егор Афанасьевич сказал, у нас с городом Якутском проблема в этом плане. Действительно, у нас очень много желающих. Действительно, очередь у нас буквально месяцами, нужно заранее записываться. То в этом плане мы уже проблему озвучиваем, знаем и принимаем пути решения буквально как на уровне. Как будем решать не только на муниципальном, но и на региональном уровне. Есть центральная ПМПК, это захватывающая по всей республиканская ПМПК, как вы все знаете. Да? В северных районах так таковой проблемы нету, именно в тех районах, то есть имеется, где меньшее количество. То есть по положению, по порядку, да, там создаются там, где именно детское население 5000, не менее 5000 должно быть. То есть это наши арктические районы, опять же, такие Булунские, да, Анабарские, вот такие вот Нижнеколымские районы. И обязательно у нас производится выездная комиссия. Это, опять же таки, центральная республиканская ПМПК выезжает, то есть специалисты выезжают. И город Якутск у нас только остается 2 ПМПК, из-за этого у нас образовывается постоянная большая очередность. Так, дальше, если вот вкратце рассказать, но помимо у нас инклюзия, хочу от себя сказать, что нельзя сказать, что оно у нас не развивается, инклюзивное образование. Если даже по сравнению с прошлым, позапрошлыми годами, у нас более или менее родители, да, педобщественность. И благодаря вот общественности у нас очень общественная палата, сколько раз мы каждый месяц чуть ли не заседаем, Егор Афанасьевич подтвердит. Ну и, конечно, вот с фондом, да, очень тесно все равно мы ведем работу, так как это наша общая проблема, общие пути решения, которые мы должны все вместе, и с общественностью, и с родителями, и с педагогами. Поэтому благодарность, что мы на такой площадке, именно не такой вот, как совещание, как это, да, а таком дружеском, таком это. Я очень рада знакомству, и приглашайте, выкроем время и найдем. Спасибо вам. Спасибо большое, Ольга Ильинична. Благодарность вам от нас за то, что пришли, за то, что находитесь с нами на связи. Сейчас проходят в республике Дни инклюзивного образования, которые завершатся 14 апреля. Ну и вы, наверное, видите ряд мероприятий крупных, которые проводятся. Все учреждения подключены, да, к этому, в том числе наш фонд также проводит мероприятия. Вопросы у кого есть к Ольге Ильиничне? У меня единственный вопрос. Наш совет координационный по инклюзивному образованию, ближайшее заседание, когда, и вот важно, чтобы он был. Да, он Да. был. Мгм. Буквально вот на следующей неделе на уровне будет заместитель председателя этой комиссии.
министра образования и науки Республики Саха-Якутия Ирина Павловна Любимова Мгм. на ее уровне. Все, хорошо. запланировано. Значит, ждем Да. информацию, будем принимать Да, участие. Это коллег. пригласительные. Это как раз-таки форма принятия решений. То есть этот совет проводится для Мгм. того, чтобы там поднимать самое острое и сразу же выдвигать Да, и решения. еще забыла, да, очень пристальное внимание сейчас очень поступает и метод рекомендаций, да, по поводу летнего отдыха, что очень немаловажно и такое направление, которое действительно Минпросвещение взяли на себя, да, сейчас уже будут направлять нам нормативно-правовые акты, методические рекомендации, как же мы будем осуществлять на уровне субъектов, то есть на нашем республиканском уровне. Будут принята межведомственная комиссия именно по летнему отдыху, по дополнительному образованию детей инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями. Все будет у нас освещено, и также вот на Координационном совете мы все это примем. Это будет озвучено. Хорошо, Да. потому что это очень такая Всё, спасибо. злободневная история. Спасибо большое. Мы переходим к Олесе Эдиковне Кондратьевой, руководителю регионального отделения Всероссийской организации родителей детей с инвалидностью. Она немного расскажет о законодательных основах. Теперь мы начинаем ускоряться. Да? У нас вдруг появляется регламент, друзья мои. Вот. И теперь я буду засекать, у меня появился телефон, я теперь буду секундомерчиком засекать. Нет, конечно, говорите то, что вам хочется, но в рамках регламента. Пожалуйста, Добрый день, уважаемые участники форума. Да, сегодня я расскажу о законодательных основах образования детей. На самом деле, это, я думаю, очень необычно, когда родители, да, говорят о законодательных основах. Я представляю региональное отделение Всероссийского общества родителей детей с инвалидностью. Наше региональное отделение занимается как раз правовым сопровождением семей. Мы очень много говорим об образовании, да, и очень важно, чтобы родители и специалисты знали, на чем основывается вот это образование на законодательном уровне. Да? Поэтому, я постараюсь быстро. Кому интересно, можно фотографировать, там есть все ссылки на законодательство. Да? Так, можно начать. Федеральный закон от 3 мая 2012 года номер 46 о ратификации Конвенции о правах инвалидов. Статья номер 24 «Образование». Государство обязано обеспечить равный доступ для всех детей с инвалидностью к образованию. Это должно происходить путем обеспечения инклюзивности системы образования. В соответствии с Конвенцией образования должно быть направлено на развитие умственных и физических способностей в самом полном объеме. Доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного проживания, как раз о чем говорил Егор Афанасьевич, да, это очень важно, что в местах проживания будут открываться коррекционные классы, при котором обеспечивается разумное удовлетворение потребностей лица, предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в общей системе образования, облегчающая процесс обучения. Далее Конституция Российской Федерации, статья номер 43, провозглашает право каждого на образование. Федеральный закон об основных гарантиях права ребенка в Российской Федерации номер 24 июня 1998 года, статья номер 124, гарантирует общедоступность и бесплатность общего и начального профессионального образования. Меры по социальной защите прав ребенка при осуществлении деятельности в области его образования, статья номер 9. Федеральный закон Российской Федерации о социальной защите инвалидов Российской Федерации от 24 ноября 1995 года, номер 181, Федеральный закон, статья 19, образование инвалидов. Государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его получения. Поддержка общего образования, профессионального образования и профессионального обучения инвалидов направлена на осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами, развитие личности, индивидуальных способностей и возможности интеграции в общество. То есть мы говорим о том, что... Можно листать, да? Ага. Куда-то вы быстро листаете, это только второй слайд был. Угу. На самом деле мы говорим о том, что любой ребенок с инвалидностью или без имеет право на получение образования в полном объеме и в доступных для него формах.
Статья номер 5 Федерального закона 273, которая говорит о праве на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в Российской Федерации в целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными органами, органами государственной власти, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушения развития, социальной адаптации, создания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов, способов общения и условий максимальной степени способствующих получению образования, определения уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями. То есть мы говорим о том, что дети любой формы инвалидности и нозологии имеют право на обучение совместно с другими лицами. То есть они такие же люди, а государство обязано обеспечить те условия, при которых бы дети имели возможность на реализацию своих способностей и образования. Основные понятия, давайте разберем, что такое инвалид, да? Мы много говорим, но кто такой инвалид? Инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со столькими расстройствами функции организма, обусловленное заболеваниями, последствия травм или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающей необходимости в его социальной защите. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года, номер 181, в редакции от 28 декабря 2022 года о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. Я предлагаю, чтобы все фиксировали Да, эту информацию, ее можно не читать в целях экономии времени. Тут регламент деятельности по МПК регламентируется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 20 сентября 2013 года. На основе ПМПК составляется индивидуальный учебный план, следующий слайд, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации содержания с учетом особенностей образовательной потребности конкретного обучающегося. Инклюзивное образование, да, обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Что мы понимаем под специальными условиями для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья? В настоящем федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания, развития обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий, дидактических материалов, специальных технических средств обучения, коллективного и индивидуального пользования, предоставлением услуг ассистента. Вот, кстати, насчет ассистента. У нас во многих школах ли есть ассистент? Ассистент – это помощник. Ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания, организации, осуществляющие образовательную деятельность и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательной программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Адаптированная образовательная программа. Адаптированная образовательная программа для обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и возможности при необходимости обеспечения коррекционных нарушений и развития социальной адаптации указанных лиц. То есть это основная образовательная программа, и она дополняется дополнительными образовательными программами. Формы получения образования и формы обучения. Федеральный закон 273, статья 117. В Российской Федерации образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования и самообразования. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность с учетом потребностей и возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, заочной форме, заочной и заочной форме. Вариативность форм образования обучающихся с ОВЗ.
Она может быть совместной с другими обучающимися, в отдельных классах, в группах, в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. При невозможности обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам в организации осуществляется образовательную деятельность органы, осуществляющие управление в сфере образования. Согласие родителя детей-инвалидов обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов по основным программам на дому. Основанием для организации обучения на дому является обращение в письменной форме родителей и заключение медицинской организации, выданное в порядке и на условиях, которые определяются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения. Федеральный закон 181. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, должно быть организовано образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации является заключение медицинской организации. Олеся Эдиковна, я думаю, что очень многие Да. будут просить эту презентацию себе получить, да? Да, ну, Мы все-таки дадим возможность? дадим возможность, да. Очень Мгм. хорошая подборка, ну и тут дальше, да, я думаю, можно будет дать, потому Мгм. что здесь все причем с редакциями собраны все законодательства. Вот эти права родителей, законных представителей, да, на что имеют право родители несовершеннолетних обучающихся. Они имеют выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций по МПК, формы обучения образования, формы обучения организации, осуществляющей образовательную деятельность, языки или язык образования, факультативные, элективные, учебные предметы, курсы, дисциплины из перечня предлагаемой организацией. Дать ребенку дошкольное, начальное, общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье по решению его родителей с учетом его мнения, на любом этапе вправе продолжить образование в образовательном учреждении. О чем вот немногие, кстати, знают. Так, у Знакомиться нас выходит уже время. У нас уже Прошу выходит прощения, время, да. да. Мы показываем ФГОСы. Вы показываете... А вот в каком в регионе, Олеся, вы же общаетесь со Да, своими с федеральными коллегами, да, со кураторами. всех регионов в Орди. В каком регионе лучше всего выстроена вот эта вот работа? Потому что самое сложное всегда, законодательство есть, а местные условия, региональные условия, они всегда несколько ограничены, да, и вот тут вот такая вот нестыковка, на которую мы постоянно попадаем. Какой регион передовой? Ну, на самом деле передового региона, конкретно передового региона нету, да. В разных регионах есть по каким-то, то есть по какому-то конкретному направлению есть передовые, да, и сейчас в данное время очень много как раз делается в образовании детей с инвалидностью и ОВЗ, да. Сейчас родители стали знать законы. Что самое важное для родителей – это изучать законодательство. То есть для того, чтобы родитель имел возможность защитить права своего ребенка, да, в любой сфере, будь то образование, здравоохранение или какая-то другая сфера, он должен знать законодательство. То есть это на самом деле очень важно, и очень важно повышать... И педагоги тоже и должны педагоги все тоже, же... да, по какой программе, на что имеет право ребенок, да. Очень много мне задают вопросы родители, да, действительно ли мы получаем все, что положено по закону, законодательству. И многим я отвечаю действительно нет, потому что сейчас у нас, например, на очень нехорошем уровне находится образование детей, которые обучаются на дому. Если раньше был стандарт вот 10 часов начальное образование, да, 16 часов среднее общее образование, сейчас этого стандарта нет. И каждый ребенок, обучающийся на дому, имеет право получать такое же количество часов, которое бы он получал, находясь в образовательном учреждении.
То есть если первоклассник получает 24 часа в школе, 24 часа он и на домашнем обучении должен получать. Помимо того, дети, находящиеся на домашнем обучении, имеют право на дополнительное образование не менее 10 часов. То есть вы понимаете, да, понятно, что с законодательной точки зрения это очень сложно, потому что для этого нужно взыскать средства. Если каждого ребенка мы будем учить, который находится на домашнем образовании 24 часа, которое положено в первом классе, и 10 часов дополнительного образования, нужно к этому, конечно, идти. И наша задача идти к этому совместно. Нужно, чтобы управление и Министерство образования очень плотно сотрудничало для решения этой проблемы. Ведь самое главное, родители, да, могут помочь нашей системе образования тем, что они наиболее заинтересованное лицо в этой проблеме. Ну, не все родители, будем честными, да, заинтересованы. Иногда бывает обратная история, сторона. что вот быстрее ребенка, и вот тут вот нужно, чтобы была такая определенная середина. Любовь Владимировна хотела бы Да, я прокомментировать хотела бы- как представитель школы, да, как Я бы хотела руководитель. Мгм. прокомментировать именно организацию обучения детей на дому. То, что вы сказали, это не совсем верно по поводу количества часов. Школа, она не выдумывает из головы, да, как строить учебный план. Мы основываемся, мы руководствуемся специальными нормативными документами. И они существуют как на федеральном уровне, и на региональном. Вот я и на хотела бы всем муниципальном. попросить, да, кому нужно, я как раз сюда вынесла все законодательно-правовые акты, которые регламентируют обучение из Существует ОВЗ, специальный порядок да, по порядок. организации обучения на дому, и там есть примерные учебные планы, количество часов, по которому необходимо составить учебный план конкретно для конкретного ребенка, да. Понятно, что не каждый ребенок может высидеть эти 24 часа. Мы тоже Это об уже этом второй говорим. вопрос. Да, Мы говорим мы тоже- о максимуме часов. О максимуме Да. часов. Вот если был регламент раньше, сейчас такого регламента нету, и ребенок имеет есть. право. Нет, Нету. регламент есть. Есть Регламент регламент. есть, Вот, говорит а, представитель образовательного да, учреждения, регламент который есть. выстраивает вот эти вот Да, я как программы. раз курирую обучение на Мгм. дому наших деток, которые учатся. Я вам предлагаю после завершения нашей пленарной части Спорить. прям поговорить по Да. этому поводу более плотно, да? Мне кажется, это будет наиболее эффективно. Вот у нас форум и стал площадкой такого Да. взаимодействия настоящего. Вопрос... Самое главное, вот я, Ага, извините, да, да, конечно. мы не враги никому. Мы просто ваши социальные партнеры. Мы тоже... Я так бываем думаю, что все это ошибки, что воспринимают. Мы да. просто решаем проблему совместно и с родителями, и с другими органами. и так далее. Был вопрос к Олесе Вот это- Эдиковне, пожалуйста. Ага. Меня можно С найти. презентацией, пожалуйста, есть в последнем слайде контакты? Нет, в последнем слайде нету. Можно через благотворительный фонд Харысхал. Да, Мы всегда написать на наш связи, мы очень контакт-центр. плотно сотрудничаем, да, через контакт-центр благотворительного фонда Харысхал и ВКонтакте. Мы Мгм. есть. Ну и до всех участников мы контакты еще отдельно доведем. Хорошо, для тех, кто выступает сегодня, в группах эти контакты будут. Спасибо большое, Олеся. Мы всегда работаем плотно, всегда вместе. Вот. При этом мы такие немножко смягчаем, а Олеся всегда идет вперед, да. Ну вот мы так решили, что так будет наиболее эффективно, да. Ага. Ага. Спасибо большое. И я прошу Инну Валерьевну вручить благодарственное письмо от нас Олесе Эдиковне. У Олеси сын делает мультики. Он у нас занимается в центре, он учится в школе, он и в театре играет там всякие разные, даже самые главные роли. Вот. И при этом совершенно все ребенок успевает. И учится в специальной коррекционной школе, вот, но при этом такой супер-супер-супер активный парень. Олесь, спасибо тебе за твоих детей. В первую очередь. Ну и, конечно, за нашу совместную деятельность. Так, Ирине Александровне Юдиной хочу микрофон передать. Да, спасибо большое. Как обстоит дело с подготовкой кадров? То есть вот был уже вот заказ такой озвучен, да, что вы действительно плотно по этому поводу работаете. Сегодня у нас здесь ваши студенты находятся в том числе. Какие дальше перспективы? Может быть, какой-то призыв вы нашим коллегам дадите? Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить за возможность выступить на столь значимом форуме.
Я тоже подготовила доклад, но сегодня от него отойду, только попрошу презентацию показать, на нее буду немножко опираться и это, ну, комментировать как бы, да. Ну, я хочу рассказать о состоянии, немножечко, совсем чуть-чуть об истории подготовки кадров, да, затронуть основные вехи, и о современном состоянии, о проблемах и о перспективах подготовки кадров, да, для инклюзивного образования. Ну, на сегодня основным таким моментом, тема моего доклада, вот подготовка педагогических кадров для инклюзивного образовательного пространства в Республике Саха-Якутия. То есть через эту тему хотела акцентировать внимание на региональном аспекте, да, то есть мы не в общем готовим кадров, да, а конкретно для потребностей региона. И что у нас в этом аспекте делается? Так, ну тут вот значимость именно регионализации высшего образования в целом, высшего образования, высшего педагогического, дефектологического образования. Ну, уже сказала, да, что мы должны ориентироваться на потребности, нужды с учетом специфики региона. Так, дальше, пожалуйста. Ну вот в нашем университете, Северо-Восточном федеральном университете имени Максима Кировича Амосова подготовка ведется с 1993 года. Это самое-самое начало. При обучении по специальности педагогика и психология дошкольная была открыта специализация логопед дошкольных учреждений. Многие наши коллеги через эту специализацию прошли. Это вот было, ну, скажем так, первая такая волна, когда логопеды, пусть еще не имеющие базового дефектологического образования, пополнили ряды дефектологов вот, всей республиканской системы образования. И вот, получается, уже 21 год назад открылись непосредственно дефектологические специальности. В 2002 специальность логопедия, и в 2003 году специальность олигофренопедагогика. Начинали мы работать на кафедре педагогики дошкольного воспитания, и потом в 2011 году организовалась наша кафедра, которая по сей день кафедра специальное дефектологическое образование. А у нас есть те представители, которые обучались на этой кафедре. Вот они, да? Благодарности, можно сказать. Благодарности потом, да. Ага. Продолжайте, Спасибо. пожалуйста. Ага. Так, дальше, пожалуйста. Сейчас немножко подождем. Следующий слайд. Можно, да? Ага. Ну, на сегодня вся страна осуществила переход на уровневое высшее образование, все мы знаем, да, с 2011 года он стал обязательным, то есть мы обучаем по уровню бакалавриат и магистратура, то есть вот на эти уровни мы перешли. Так, и мы, конечно же, наша кафедра, выпускающая по направлению подготовки специальное специальное дефектологическое образование, и мы реализуем программы бакалавриата логопедия и олигофренопедагогика. Пока олигофренопедагогика набор мы не осуществляем, а также по уровню магистратуры мы открыли, думаю, очень значимую такую программу. Это психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с проблемами в развитии. То есть на уровне магистратуры мы выпускаем дефектологов, специалистов для службы для системы ранней помощи. Я думаю, не будет лишним еще раз сказать, что на сегодня вся система специального образования, ну, обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья ставит своей целью выстроить как фундамент раннюю помощь. Что такое ранняя помощь? Это комплексное взаимодействие с семьей ребенка от 0 до 3 лет. Ранее не в смысле, когда выявили диагноз и сразу начали работать, да, с ребенком, а что его выявили максимально рано и комплексно. Это межведомственная система, психолога, медика, педагогическая, вся семья вовлекается в эту систему помощи. И тогда получается идеальный для ребенка и семьи результат. Именно. То есть вот на эту основу мы должны перейти вместе со всей страной. В республике очень много делается для этого, системно.
категорию нормативно развивающих. Вот эта идея. Поэтому мы, конечно, понимаем значимость именно этого направления работы и его реализуем. Отрадно, что наша магистерская программа пользуется популярностью, что к нам поступают, и поступают в том числе руководители образовательных организаций. Вот я с удовольствием сейчас хочу обратить внимание, опять же, на Елену Сергеевну Черных. Это наша магистрантка, наша выпускница. Нашей выпускницей является Колодкина Любовь Юрьевна, руководитель Центра психолого-медико-социального сопровождения города Иркутска, вот при котором городские ПМПК, да, работают. Я почему на это обращаю внимание? Кадры решают все, я в этом глубоко убеждена. И вот очень много заинтересованных специалистов. Я очень благодарна за то, что мы все вместе вот так заинтересованно общее дело делаем. Да? Но вот там, где руководители организаций имеют хорошее дефектологическое... А у меня что написано? Там совсем по-другому строится система работы. Это однозначно. Это однозначно. Поэтому вот эта качественная подготовка кадров – это основа инклюзивного образования. И очень многие поднимают проблемы, вот мы сегодня, да, вместе обсуждаем проблемы, но каждый со своей позиции, да. И я эту позицию, то есть проблему, ощущаю в позиции подготовки кадров. И хочу сказать, вот слышала уже сегодня, Егор Афанасьевич говорит, что не хватает специалистов. А я на это могу ответить, что вот мы планируем, это будет чуть дальше, да, в моей презентации, открыть вот такой профиль со следующего года. Сейчас 23 у нас, лето 23-го, с лета 24-го мы будем принимать по профилю бакалавриата дошкольная дефектология. Мы это планируем очень серьезно. Но я, знаете, по опыту, вот мы больше 20 лет работаем, набора студентов, хочу сказать, что будут большие проблемы в Владивостоке. Вот парадокс. Понимаете, специальность очень востребована. Я думаю, любой скажет, что дошкольный дефектолог – это замечательно. Это человек в одном лице. Сурдопедагог, тифлопедагог, олигофренопедагог, логопед. И все это на дошкольном уровне. То есть для республики, как нам кажется, это очень востребованные специалисты. Потому что с учетом низкой плотности населения специалист приедет или работает в саду, нет возможности у детского сада иметь там 0,25 сурдопедагога ставки, 0,25 тифла и так далее. Как это набрать можно? А тут человек универсальный, который может с разными категориями детей работать. Это во-первых. А во-вторых, все-таки количество всегда переходит в качество, мы знаем этот закон, да? И человек, который имеет знания во всех этих смежных областях дефектологии, даже работая на одной должности логопеда, он уже другой логопед. Потому что у него другое образование. Вот. И поэтому я вот правда опасаюсь, что набирая таких ценных специалистов, мы столкнемся с проблемой набора. То есть почему-то у нас вот эта информация очень медленно распространяется. Вопросы целевого обучения с трудом решаются. То есть, вот говорим, нужны специалисты, нужны. Почему не выходят на целевое обучение? Почему себе мало готовят специалистов? Можно подготовить школьника хорошего, да? Обучить и получить в школе через 4 года своего выпускника, нацеленного работать учителя-логопеда. Тем более сейчас у нас целевое обучение в университете на качественно новый уровень поднимается. То есть целевое обучение предполагает, что мы будем готовить индивидуализированно с учетом потребностей того учреждения, которое направлено. То есть практику ему обеспечить по потребности, где он потом будет работать. Да? То есть вот как-то более индивидуализированно. У нас, ну вот, где мы тут остановились, но вот сейчас мы готовим учителей и логопедов по уровню бакалавриата, очно и заочно. На заочную форму поступают очень многие. И вот хочу сказать, что выпускники наши, еще не закончив, многие работают. У меня, по-моему, 5 человек, которые пишут ЕТР, будучи студентами 4-го выпускного курса, мои по образовательству,
Это актуальнейшая проблема. Вот когда вы показывали нам таблицу, каких детей больше всего, да, вот прошли через КМК, это же известно, это такая статистика общая, мировая, что больше всего выявляется детей с задержкой психического развития. И, конечно, прекрасно, что будут открываться классы. Это очень хорошо. Часть детей, закончив начальное образование в коррекционных классах, перейдет в обычные классы. А кто не справится, им, конечно, лучше бы перейти в школу коррекционную для детей с ДПР, но их будет намного меньше, чем в первом классе. Очень хорошо. То есть эти ставки открываются. Но мы вот для того, чтобы пополнить вот этот штат дефектологов, разработали программу, вот она как раз, профессиональной переподготовки и олигофренная педагогика. Ну, слушайте, мы набираем по своим знакомым. То есть, чтобы сообщить, что вот есть эта программа, мы, конечно, через наших выпускников сообщаем, через базовые организации. Сообщайте нам, пожалуйста. У нас есть родители, электронная база 3000 родителей. И кто-то уже из родителей точно захочет обучиться. Даже я вот сейчас смотрю на наших мам, и они кивают. Говорят, что да. Хорошо, спасибо. Но у нас каждый, ну, мы набрали, у нас 36 групп, по 36 человек, у нас каждый набор есть родитель. Это вот тоже система, и не один. 2-3 человека, которые вот ради своих детей проходят это обучение. Вот по профессиональной переподготовке. Вот повторюсь, мы в марте запустили олигофренную педагогику. Эти у нас слушатели получат уже свои дипломы в декабре. В декабре они будут олигофренопедагогами. Так, и есть у нас вот такая программа переподготовки «Педагогика и психология инклюзивного образования». Здесь мы готовим тоже как переподготовка, скажем так, координаторов по инклюзии для образовательных организаций. Вот человека, который готов, вот, я вот так чувствую, да, когда в образовательной организации нет дефектолога, нужно кому-то взять на себя координацию, да, вот как это должно быть, как это организовать. Вот для этого мы такую программу подготовили, у нас тоже учатся и руководители образовательных организаций, и учителя как раз инклюзивных классов, и воспитатели инклюзивных групп. Вот как раз на них мы ориентировали нашу эту программу переподготовки. По повышению квалификации из последнего мы вот буквально в понедельник на этой неделе завершили обучение по программе «Логопедическая работа с якутскоязычными дошкольниками». Вот такая у нас была программа, тоже очень востребованная, тоже по заказу. То есть нам говорили о том, что нужно такое повышение квалификации, хотя для наших студентов, которые обучаются, у нас такая дисциплина точно есть. То есть этот аспект, вот для современных студентов мы это не опускаем. Ну и наши перспективы – коррекция нарушений письменной речи у якутскоязычных младших школьников. Это мы запланировали на следующий год. Кстати, у нас были вопросы про русскоязычных, да, ребятишек. Вот есть программа по работе с ними. Да, вот это у нас есть. Мы на сайте выставляем, на сайте университета выставляем. Но у нас сложности с информацией. Как-то, знаете, вот у нас так бывает. Мы же все-таки кафедра, да? Основное – это наши студенты, ежедневная работа со студентами. И вот поступают в течение года запросы, когда вы запустите программу, мы говорим, март. Входит март, желающих не так много, как до этого хотели, просили, еще что-то. И вот такой вот парадокс. Поэтому, повторюсь, мы очень внимательно к отбору со всеми работаем желающими. Да, чтобы мы направили Министерство образования, мы можем направить письма и методические рекомендации. На основании ваших, какие сроки, какие там даже кто тоже, как мы можем. Мы направляем за подписью министра во все управления образования. А это тоже многочисленная, это целая армия, там же это школьники, и школы. Поэтому только, да. Спасибо, хорошо. Очень будем рады, только нам за, что все ради наших детей.
Хорошо, спасибо большое. А я еще хотела предложить нашим участникам стать вашими амбассадорами. Простите, такое красивое слово, просто мне оно очень нравится. Сами донесите, пожалуйста, до своих коллег. Мы с вашего позволения презентацией поделимся. Конечно. Ага. Донесите до своих коллег о возможностях. Хорошо, сможем же это сделать? Нам же это не сложно, мы же много о чем общаемся с вами в WhatsApp, да? Но при этом иногда не говорим о важном. А вот это важно. Ну и в завершение хочу сказать, что, видимо, перспективы и повышение качества зависят от целенаправленной, запланированной, системной работы по подготовке кадров. То есть наверняка назрела такая потребность высчитать, что нужно, сколько нужно, когда нужно, и по этим запросам работать. Потому что мы готовы, мы можем, мы стараемся на своем уровне это все прогнозировать и предлагать. Спасибо. Спасибо. Вопрос о том, сейчас точно могу дать. Но детским садам у нас 62 детских садика, их работает 116 логопедов. То есть это получается по 2 логопеда в каждом участнике. Дефектологов по детским садам 15 специалистов. Психологов педагогов 54. По которым я вот количество не знаю, но они тоже. Если тебе скажет, у нас 52 школы, в них 44 логопеда работают, дефектологов 15 человек, специалистов, психологов 97 и 27 тьюторов у нас вообще бывает ничего. Мы по тьюторам всегда приглашаем родителей. Если у вас есть желание, вот очень мы будем предлагать ассистента родителям, чтобы родители были ассистентами. Поэтому, уважаемые родители, будьте готовы к предложению. Да. Хорошо, спасибо. Вот дополнить Егора Афанасьевича по поводу тьютора. Для тьютора тоже должно быть образование. Вот педагогическое и как переподготовка, педагогика и психология инклюзивного образования, вот эта программа очень подходит для тьютора. Потому что там для всех категорий детей, то есть это хорошее образование как раз для того, чтобы потом работать тьютором. Спасибо. Спасибо большое. Мы благодарим за столь содержательный, очень понятный. Я очень рада знакомству. Лично я очень рада знакомству с вами. Спасибо большое. Так, идем мы дальше по нашей программе. Инне Валерьевне Скрябиной хочу передать какой-то из ближайших здесь микрофонов. Инна Валерьевна, и передать микрофон и поздравить с десятилетием на минуточку. Вчера гремело такое торжество, вот, там был торт, до меня торт не дошел, и теперь вот есть ожидание, что что-то дошло. Все это вот. Расскажите о вашей работе, об огромной работе, которую вы проводите со своей очень маленькой. Спасибо большое за поздравление. 10 лет, говорите, быстро, ну, а работа в книге, это было только начало. Давайте я... Ну, вы увидели мое довольное лицо. Давайте я сейчас сделаем так. Можете набрать особый ребенок, это ВКонтакте. Я хотела бы попросить подписаться на нашу страницу и внимательно следить за нашей работой. И еще у нас страница в телеграм-канале «Аутизм в Якутии». «Аутизм в Якутии» вы можете тоже посмотреть, подписаться и ознакомиться с нашей работой. Так, наши контакты есть в фонде Харскал, в центре. И набрав из особый ребенок, там есть по адресу, у нас обеспечивается. Но на самом-то деле мы занимаем 4 площадки по городу. В дальнейшем у нас развитие. Сейчас, спасибо за подписку. Буду надеяться, что подписчиков сегодня станет больше. Технологии комплексной реабилитации детей с расстройством аутического спектра мы начали заниматься еще в 2007 году. В то время, не дожидаясь какой-то абилитации, какой-то
реабилитационных работ с тяжелыми нарушениями, мы сами, родители, собрались и открыли региональную общественную организацию «Добрый ребенок» во главе с нашим психиатром Ириной Михайловной Казаковой. И с тех пор началась работа по проблеме аутизма именно в Якутии. Так как Ирина Михайловна специалист, которая имела практику в Центре коррекционной педагогики в Москве, она на нашей шефе приехала туда, именно в холодную морозную Якутию, и начала свою деятельность и работу по проблеме аутизма именно в Якутии. С тех пор мы начали работать... Я уже обиделась, так что можете. Центра материально-технической базы. И мы его открыли только в 2013 году в трехкомнатной квартире. Начали работать только с детьми дошкольного возраста. Начали заниматься индивидуально. Логопед, диалектолог, психолог. И как раз вот подготовку кадров у нас работали педагогические. Александровна, прямо вот сколько лет мы работали над специалисты. Нассал? Где? Проходили практику. Иди сюда. Только после долгих лет работы мы открыли именно вот свежие выпускники. Прямо вот пошли в огонь и воду, начали работать конкретно с тяжелым. И с тех пор мы расширились. Мы, кроме индивидуальных занятий, начали еще открывать группы дошкольного возраста. Студия «Вырастает», где занимаются дети дошкольного возраста, был поддержан грантом. И он работает с 2017 года. Мы отметили в декабре 2021 года. В этой студии родители очень довольны. Мы хотим еще продолжить, но, к сожалению, у нас помещения все маленькие. Кто это нассал опять? Это проблема маленьких некоммерческих организаций, так как нет постоянной поддержки, нет постоянного финансирования. Хочу студию представить куратора студии «Вырастает» Ольгу Аркадьевну. Психолог центра «Добрый ребенок». И еще у нас рядом специалист по раннему развитию Марина Сергеевна. Далее, можно еще следующий слайд? Так, дальше дети идут в школу. После выпуска студии «Вырастать» они успешно адаптируются в национальные детские сады, коррекционные школы. И как-то родители немножко успокаиваются. Они устраивают детей куда-то там в школу. И у них появляется необходимость еще дополнительного образования. И с этой проблемой мы открыли группу «Ростов». Это название сами родители придумали. Ростов. А «Вырастать» вообще-то вы раз это расстройство. Это должно таять, да? Таять. Да. Поэтому мы иногда пишем букву «раз» большими. Если вы встретите где-нибудь, что «Вырастать» разными буквами написано, то это имеет смысл. Так, теперь по дошкольному охвату. Вот эта группа «Ростов», она с 2023 года получила сертификаты на реестр поставщиков социальных услуг. И вся эта группа занимается сейчас бесплатно. Эти дети школьного возраста занимаются сначала физкультурой, адаптацией, социализацией. В основном мы детей готовим к сопровождаемому проживанию, социализации в обществе. Конечно, есть очень большие трудности адаптации к школе, например, в начальных классах, ну и потом в среднем степени, когда подходит подростковый возраст. Дальше. Да, я слышу. Дети идет у нас, ну, постепенно дети растут, все равно их нужно поддерживать, все равно нужно корректировать. И работа продолжается с охватом юношеского возраста в группе сентября. В связи с этой целью мы подумали, что для взрослых ребят плюс 18 уже границы сужаются. То есть, если детям очень много привилегий, то для взрослых ребят
с особенностями, они ограничиваются и ну, становится меньше. Куда бы они ходили, чем бы занимались. Поэтому мы учредили второе ОНО, автономная некоммерческая организация, реабилитации и адаптации детей и молодых людей трудоспособного возраста с ментальными нарушениями СНИД. То есть у нас две организации. Вот. И вот эти ребята, которые пройдут все ступени развития, все ступени адаптации, попадают в СНИД. Плюс 18. Это будет работа с сопровождаемым проживанием. Наш регион в Дальневосточном округе сейчас считается самым таким передовым по работе по сопровождаемому проживанию. И в этом числе наш центр тоже учит педагогов о опытных центрах. Скоро, даже сейчас проходит уже дистанционное образование, и несколько педагогов уже поедут на защиту своей работы, защиту своего проекта в Санкт-Петербурге. И мы будем уже стартовать по нашему проекту, по сопровождаемому проживанию. Мы уже подготовили помещение на Светлого 12. Вчера у нас гости были, посмотрели, как мы все это устроили. Мы очень рады нашим подаркам, мы очень хотим принять подарки. Кабинеты по социализации. А самый главный подарок – это большое помещение, 350 квадратов. Вот именно. Из-за вот этой проблемы, отсутствия помещения в маленьких НПО, работа иногда вот как-то вот останавливается. Мы не можем дальше как-то вот планировать долгосрочные планы, хотя у нас планы ОГО уже на 20-30 лет. Мы даже сами первый проект по сопровождаемому проживанию подавали на грант в 2016 году, когда еще Путин не подписывал, ничего, никто ничего не знал, мы уже подавали. Вот, дальше следующий. Ну и наши дополнительные социокультурные реабилитации по грантам. Когда я готовилась к юбилею, посмотрела, оказывается, мы 3 года работали только на реабилитации. И 7 лет мы выиграли 25 грантов, успешно их реализовали. Это не считая подачи, да? Именно реализованные гранты. И обучили специалистов. Постоянно стараемся, чтобы наши специалисты самообразовались, занимались самообразованием. Ребятам организовали разные поездки, чтобы они социализировались в обществе. И мы хотим, чтобы наша работа дальше продолжалась. Планы у нас большие. Мы хотим помещение, мы хотим земельный участок, мы хотим социальную педагогику. В общем, много чего. Наши контакты вы видите на экране. У нас есть сайт center.ukp.com. На электронный адрес можете написать свои предложения, заявки, какие у вас есть идеи свои, мы всегда рады. Является площадкой для практики будущих специалистов. Пожалуйста, мы ждем волонтеров, ну и всех наших заинтересованных коллег. Спасибо большое. Спасибо большое, Ирина Валерьевна. Такой вопрос, Ирина Валерьевна. В вашей практике были случаи, что ребята после вырастания шли в общеобразовательную школу, в обычный класс? То есть мы понимаем, что у ребят сразу очень разные стадии есть, да, но все же, может быть, были такие практики? В основном там приходят очень тяжелые дети. Но есть, мы иногда проводили курсы, кратковременные курсы подготовки в школе. Те, которые проходили вот эти курсы, успешно адаптировались именно в 35-й школе, и пошли в 29-ю школу. У нас есть ребята, которые закончили общеобразовательную школу. Даже и сдавали. Один ребенок сейчас учится на 2-м курсе СВПУ. Вот. Это замечательный результат, который, мне кажется, стоит очень радовать.
На это лето, я так понимаю, планы по открытию такой подготовительной группы под вопросом. Да, да, именно в этом году. Хотя она стоит нужна. вопрос. Хотя она Да, нужна. она актуальна, но стоит вопрос. Программа у вас разработана. Помещение. Программа у вас разработана. Да, есть. Понятно. Вы хотели прокомментировать? Хотел сказать, что у нас очень много обещается, которых нет самое. Возможно, может быть, есть рекомендация ТПК, но родители по каким-то причинам не хотят, чтобы это было продумано. И в прошлом году было по 40 человек, но вот в прошлом году я точно помню, что было 28 человек.
Включите звук, пожалуйста. Включить. Выключить. Куда делся это звук? Мгм. Чат, Димитрий. Ничего не слышно. Куда делся звук, непонятно. Так, прием. Участники.
Нет звука. Я маме говорю, так вот, там аттестат 2 раза получать. Она меня не слушала, то есть я такая, «Ну, хорошо, ладно, все. Мы с тобой этот вопрос как бы не обсуждаем, обсудим через год. Ускоряемся. Да. Вот. В общем, если мы переходим к завершению, смотрите, мы 20-го... Так, пожалуйста, дальше. Так, пожалуйста, дальше. Стоп. Все. На чем хотелось бы закончить? Вторая часть нашего проекта посвящена работе со школами и со специалистами. Мы хотим поддержать образовательные учреждения, в которые пойдут наши ребята, возможно, это коррекционные школы, либо общеобразовательные, принять участие в наших курсах повышения квалификации для тьюторов. То есть программа называется, в общем, тьюторское сопровождение. Фонд президентских грантов профинансирует нам подготовку этого курса. У фонда есть образовательная лицензия, мы об этом тебе тоже после обеда скажем. И мы приглашаем к партнерству да, школы и коллег. Пожалуйста, засканируйте QR-код. Это сайт нашего проекта. Мы смотрим на слово партнерство. Да. У нашего проекта появился сайт. Пожалуйста, пролистайте до категории, оставьте свою заявку как школа, либо как педагог. Ну и преимущество нашего курса заключается в том, что, пожалуйста, дальше.
Подожди, подожди. Ага, вот. Учебный год, который начнется, мы начнем его вокруг формирования такого вот комьюнити, поддерживающей среды. Вот форум — это первый шаг к тому, чтобы мы с вами завязали знакомство и потом поддерживали его. Мы профинансируем групповые супервизии со специалистом прикладного анализа поведения. Есть вероятность того, что это будет онлайн, что-то будет очно. Мы будем приглашать специалистов, которые уже работали, либо работать с этими ребятами, чтобы они делились с вами своим опытом. То есть это такая супервизорская поддерживающая группа. Вот. Участие в этом проекте абсолютно бесплатное. Мы будем работать ровно 9 месяцев. И еще что-нибудь подарим. Мы еще что-то подарим. Там, скажем, летом у нас будет тоже некоторая активность. Всех карт раскрывать не будем. Пожалуйста, последний слайд. Если вы хотите принять участие в проекте, напишите нам на WhatsApp или позвоните. У нас есть служба заботы нашего благотворительного фонда. Не делайте это сегодня. Если вас заботы, это есть. Не ответим. Пожалуйста, дождитесь. Вот. Поэтому по всем вопросам, которые у вас есть, обращайтесь, пожалуйста. Мы всегда отвечаем в рабочее время. Это тоже важно отметить. Все, спасибо большое. Спасибо большое. И благодаря письма, как получилось. Вот. Но когда-нибудь оно дойдет, и доходит Елизавета Александровна. Познакомьтесь в перерывах. Мне кажется, Елизавета очень интересный собеседник, но вы поняли. Да, и есть возможности для сотрудничества. Так, мы немножко выбираемся из графика, потому что часто бывает в мероприятиях у нас. Мы сейчас друг друга прощаем, да, и остаемся сидеть, не уходим, потому что у нас здесь сейчас будет очень два важных, интересных выступления, на которых стоит прям акцентировать ваше внимание. Обед можно будет принять, можно так говорить, принять обед? Пообедать можно будет здесь, на первом этаже. Здесь продаются такие вот быстрые обеды. Вы это успеете сделать, не перебирайте. Мы специально делали для вас предзаказ. Но платите, конечно, вы сами. Так, Елене Сергеевне Черных передаю микрофон. Директор детского сада «Звездочка» номер 1 на 203 находится Крысе. Ольгу Ильиничну провожаем. Познакомились, до свидания. До свидания. Пожалуйста, ваша презентация сейчас включена. Егор, вы тоже помогаете? Здесь ваши как бы... Ну, смотрите. Вот смотрите. Да. До свидания, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Нашего форума. Хочу сказать, что очень радуюсь. Я столько нового узнала. Надеюсь, будем продолжать работу. И еще я устояла в своем мнении, что мы делаем все правильно. Поэтому я сейчас немножко поделюсь, что же мы делаем. Вот в 2021 году в марте открылся, запустили чудное здание 2021 года. Это дополнительные группы муниципального бюджетного дошкольного государственного учреждения, номер 1. Называются эти дополнительные группы «Центр инклюзивной практики». Немножко теории, быстро. Задача инклюзивного образования – это построить систему, удовлетворяющую потребности каждого ребенка. Дальше не буду зачитывать. Самая главная, нижняя строчка. Все эти основы, они реализуются при создании особых условий для детей с особыми возможностями здоровья или инвалидностью. Особые условия. Я, пожалуйста, прошу вас акцентировать и дополнить. Да. Как? Назад как? Вот это. Не знаю, да? Федеральный закон определяет обучающих ограниченным возможностями здоровья физических лиц, имеющих недостатки в физическом или психическом развитии, подтвержденными медико-психолого-педагогической комиссией. Никак не иначе. Закон об образовании нам дает определение создания специальных условий для лиц с ОВЗ. Пожалуйста, можете сфотографировать.
прочитать, и нам же надо учить, то будем учить. Это создание программы методического обеспечения, создание предмета развивающей среды, создание методического пособия и обеспечение безопасной развивающей среды. Я всегда говорю, чтобы включить ребенка, нужно сначала обеспечить более. Вот наша история развития. Детский сад открылся в 2003 году. Основное здание у нас располагается на крыше. Было всего лишь 4 общеобразовательных группы. В 2004 году мы открываем группу кратковременного пребывания для детей с ОВЗ. Далее приходит необходимость по обращению родителей открыть группу для детей с тяжелыми нарушениями. В эту группу приходит нам репетиторы с сопровождения родителей. Родители выполняют роль программы. Они сами же и сопровождают ребенка, и сами же учатся, как взаимодействовать. В 2018 году опять нам диктуют условия, мы подстраиваемся под условия. Начали обращаться детки более раннего возраста, мы открываемся в ранней помощи. И это все на крысе, это все в маленьком, приспособленном здании. Мы постоянно развиваемся, расширяемся. Как раз роль основной ранней помощи уже информация о важности. И вот в 2021 году у нас открывается дополнительное здание, где мы уже расширились, и уже у нас 5 общеобразовательных нижнеинклюзивных групп, это только на Ларионов, 2 группы кратковременного пребывания, критического пребывания, 3 библиотеки, 1 служба ранней помощи и 4 компенсирующих разновидные группы. То есть у нас комплекс создан сопровождение ребенка чуть ли не от рождения и до выпуска в школу. Сейчас у нас мы недавно заключили 2 договора с 28 и 34 школы о взаимосотрудничестве. Наши дети пойдут дальше. Мы выстраиваем линейку, чтобы нить реабилитации, нить комплексной помощи, она не терялась. Хотела на этом подольше заострить внимание, но пойдем дальше. Пожалуйста, сейчас не буду вам, так как время ограничено, запомните, пожалуйста, модель интеграции. Авторы этой модели Наталья Дмитриевна Шматко и Николай Николаевич Малафеев. Мы начали с этой интеграции. У нас интеграции сначала не было. Ее невозможно сразу делать. Что такое интеграция? Это краткосрочная или долгосрочная, по-разному промежутку времени, включение ребенка в группу с нормально развивающимися детьми. Это либо на прогулках, на занятиях, либо социально-бытовые какие-то мероприятия, на полдня, на целый варианты разные. То есть ваше учреждение, если вы будете внедрять эту интеграцию, инклюзивную, должен вот прямо подстраиваться под ребенка. Инклюзия на в чем? Не ребенок подстраивается под вас, а вы подстраиваетесь под ребенка. И апофеозом нашего вообще развития это, конечно, это полное включение ребенка в общеобразовательную группу, она же инклюзивная. Вот. Принцип инклюзивного образования всем известен. Читать не буду, но принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Мы ее строго придерживаемся, мы развиваемся, мы видели разные ступени, вверх поднимаемся и поднимаемся. И в данный момент у нас такая образовательная модель, во главе всего психолого-педагогический консилиум. В детском саду может быть только консилиум. К нам приходят детки на консультацию на первое, с родителями, естественно, и так вот именно консилиум устраивает путь развития, исследования наших учреждений. То есть мы еще исходим из того, будем ли мы полезны этому ребенку. Потому что много на себя взять мы тоже не можем. И есть, например, очень много обращаются дети с речевыми нарушениями. Мы не говорим, извините, не наш случай. В детских садах много речевых групп, пожалуйста, туда. Но мы не можем, по крайней мере, всех принять, принимаем только на вакантные места. Служба ранней помощи, 4 часа 2 раза в неделю, 3 библиотеки, ГТП с критическим пребыванием, 4 компенсирующих кабинетов. И также у нас существует родительское объединение. Сейчас у нас в работе родительский клуб, мы собираем родителей. Вот такая модель.
И вы видите везде стрелки. Все друг с другом взаимодействуют. Ребенок может прийти со службы ранней помощи, попасть в группу ВПП. Иногда у нас бывает обратно, к сожалению. Мы всегда ребенку ставим задачу выше, нежели он может, чтобы у него было пространство для развития. Но иногда у детей происходят откаты, мы разговариваем с родителями, все это обоюдно. Мы не можем, мы не диктуем, мы только советуем. Если родители к нам прислушиваются, мы можем перевести ребенка обратно, например, в группу повторения соревнований, и это, к сожалению, неверность. Образовательный процесс у нас идет из комплекса программ, реализация образовательных программ и адаптированных. Вот на заводе у нас есть задержка психического развития, умственного отсталости, отношения опорно-двигательного аппарата, тяжелые внутренние нарушения, также мы используем программу для детей с тяжелыми нарушениями речи. И что у нас сделано для этих детей? У нас каждый решает все. У нас создана психологическая служба. Здесь сразу скажу, это специалисты только дополнительных групп. Психологическая служба на 6,5 ставок, психологическая служба 7,5 ставок, логических у нас 8,5 ставок, тьюторская служба 12 тьюторов. И вот недавно буквально мы были 5 ассистентов технической, которые оказывают техническую помощь. Ну, у нас мы набрали пока 2. Если есть у кого-то знакомые, молодые люди мужского пола, которые не пьют, не курят, да, любят детей, и сильная техническая помощь, то есть есть дети, которые у нас изоляточники, а у нас приспособленное здание, то есть не приспособленное для детей с ОВЗ, особенно трудно с транспортировкой. Да, есть пандус, но внутри нет ни лифтов, ну, хотя бы это, вот, супер сало, да, хотя бы нам это здание дали, теперь мы уже закидываем удочку вперед, я уже, значит, озвучила с телефона, что нам другое здание, более комфортное, более приспособленное. То есть вот ждем, когда, видимо, будет строиться 204-й квартал или там еще какой-то, ну, мы над этим работаем. Вот. В нашем штате есть инструктор адаптивный, социальный педагог, невролог, массажист, и, естественно, существует этих специалистов, психологов, педагогических консилиумов. Но сказали, ой, сколько много специалистов. Но у нас 160, не 3, не 4, 160. По нозологии мы видим, по возрастам тоже, да? Как всегда говоришь, что задержка психического развития детей более всего. Видите, какой контингент? То есть 160 детей, наверное, всего 6 логопедов, всего 7 тьюторов, всего, уже можно сказать, что всего. Теперь переходим к проблеме, которую я хочу поставить на нашей форуме. Вот есть порядок организации осуществления образовательной деятельности, и по номер, и вы, пожалуйста, фотографируйте, можете полностью документом с этим ознакомиться. Я сделала небольшую такую таблицу, ну, тоже до цифр, пожалуйста. Ладно, видим виды групп, да? Комбинированные, возрастные, компенсирующие. Видим нозологию детей и сколько специалистов по этому порядку необходимо по закону иметь для этих детей. Видите, на каждую группу практически, состоящую из 6 человек, из 10 человек, из 25 по полставки психолога, по полставки дефектолога, логопеда, ассистента, тьютера. Вот, если бы это мы могли себе позволить, было бы, конечно, более качественно. Вот, сфотографировали, да, видно, что на одну ставку тьютер может быть от 1 до 5 человек. Одна ставка психолога на 20 детей с УВЗ и так далее, и так далее. Посмотрите, изучите. Я думаю, так очень доступно я составила эту таблицу. Но существует опять, то есть все упирается в деньги. Да, у нас даже когда задачи шли, все деньги. Почему? Потому что деньги идут за детей. И установлены, даже не республика Сахалинск,
Республика Саха, естественно, это выше, но переработанные по нашей республике, вот есть такое постановление правительства республики, где установлен норматив на одного ребенка. Да, смотрите, для нормотипичного день, 85 рублей, скажем так, да, задержка психического 270, умственно отсталых с нарушением двигательного аппарата 305, с расстройством психического аспекта, тяжелым. Ой, опять скажем, какая большая сумма. Но, есть большое но. В группе общеобразовательные направлены сколько детей? 20, 30, то есть 40. Эта сумма, вот, да, первый столбец, это включается два воспитателя, помощник воспитателя, музыкальные, все эти специалисты, педагоги дополнительного образования, все, да? Но, я так говорю, норма развивающих детей 20 детей, 30, 40, а теперь смотрим вот на третий столбик по нозологии, сколько же по норме там детей. И можем ли мы вот этими суммами обеспечить себе еще и тьютера, и логопеда, и дефектолога, и ассистента, и ни одного? К сожалению, нет. Вот поэтому, когда вводится ребенок, вроде ему и должны все это обеспечить, но, к сожалению, у нас нет на это денег, нам нечем людям платить зарплату. И мне пришлось, вот вместо того, чтобы там сделать 10, 15, 5, 10, в 2 раза, то есть в 1,5 раза больше количество детей, мы опять снижаем наше качество. Но мы на это вынуждены, потому что, ну, хотя бы хоть как-то родителям рассказать руки, чтобы они хотя бы на полдня оставили ребеночка свою, пошли занялись собой, учебой и так далее, а то и хорошо на весь день. Поэтому, вот, да, мы все большие сцены чем-то должны, обязаны, но, к сожалению, мы упираемся. Это я посчитала, ну, вот, ну, примерно, да. Вот. Да. Ну, то есть, вот, если мы там с нарушением вот, 3 миллиона, да, можем еще как-то, да, вот туда обязательно ассистент, а ассистент на каждого ребенка, каждая нозология свои нормативы, свои особенности, то, смотрите, умственно осталось, вот, они даже ниже, чем у нормотипичных, а количество 2, 20 и 5. Мы не можем это позволить. И поэтому я прошу вот прямо резолюцию внести, чтобы был пересмотр этого норматива. И тогда у нас появится качество. Спасибо большое, спасибо большое. Рассчитанное отдельное выступление, именно для этого мы сегодня благодарю, может быть, есть у кого-то вопрос. Я видела большую заинтересованность в зале, фотографировали, снимали. Если есть вопросы Елене Сергеевне, то вы сможете их задать на площадке дошкольной, где она будет у нас модератором, соответственно. А Елизавету Александровну я прошу благодарственное письмо все же вынести, вручить, поздравить, поцеловать. Спасибо большое. Яра Малеева нас покидает. Познакомились, контакты. Видите, что у нас есть хороший союзник. Это радостно. Любовь Владимировна, пожалуйста, директора школы номер 35. Если можно, то там, потому что пока подходит, да, пока говорит, сейчас там камеру поворачивает, с чего форум начался. Мы собрались вчетвером, поняли, вот, и мы совпали, и решили, срочно делаем форум, денег нет, ничего страшного, соберем, да, можно и без денег сделать, да. Вот. Вас всех благодарим за взносы, на эти взносы вы получаете благодарность, письма, кофе-брейк, вот, что-то немножко, да, точно, чайная пауза, прощения. Вот. И у нас даже немного осталось, мы прямо не рассчитывали на такое большое количество участников, у нас даже немного осталось на будущие какие-то проекты. Мы подумаем, что это будет, только если вы нам дадите мысль, расскажете, что еще нужно в будущем провести. Но учитывайте, что денег совсем немного. Где был замысел кого-нибудь интересного привести, мы с ней договаривались, на сегодня будет онлайн у нас выступать на секции Владимировны. Вот. Но вот визитов никого здесь нет. Давайте так будем
мечтать. Пожалуйста, Иван Григорьевич. Я являюсь заместителем директора школы 5, курирую инклюзию в школе, обучение детей на дому, в отделении онкогематологии Национального центра медицины. В общем, занимаюсь в полной мере детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Это не мое. Да, это и группа. Я по фамилии выписана. У меня тут есть люди в онлайне видят. Презентацию я обязательно хочу выпустить, потому что там очень много красивых фотографий, и лучше иногда бывает презентацию видеть, чем слышать. Ну, могу сказать, что в нашей школе в этом году исполнилось 30 лет, мы отметили юбилей. Вот, школа открывалась как школа индивидуального обучения на дому, и мы развивались, увеличивались, да, и вот доросли до такой вот большой инклюзивной школы, которая в городе Иркутска. Сейчас в нашей школе обучается 741 ребенок, хотя здание построено, если не обмануть, на 250 или 240 детей. Вот, оно полностью, планировка здания полностью подходит для организации инклюзивного обучения детей с УВЗ. То есть есть у нас и 2 лифта, что не тормозит как бы где-то, да, при передвижении на инвалидных колясках. Вот, ну что там презентация? Ну, удивлена, вот это же ваша презентация, вот это? Нет. Любовь Николаевна, Любовь Николаевна, вы как скачали? Сейчас я принесу флешку. Но у меня все уже. Пока есть время, я... Давайте, я Давайте, предложите. В следующий раз не говорить о организации личного города. Взять тему организации летнего отдыха детей с подключением всех частных всех площадок в том числе. И задумка была форма о том, что мы еще сюда привлечем частные центры. К сожалению, у нас то есть все получили информацию. И по дополнительному образованию осенний период, а когда по этой теме хорошо, можно об этом поговорить. Запросы заходят, приходят нам. У кого по образовательному учреждению летние площадки в период уже начали об этом говорить, готовятся? Да? Что-то интересное будет? Ну, то есть будет только для ваших детей внутри или с привлечением кого-либо? У вас не будет, да? Да, это... Я скинула, была презентация, я ее положила радостно. Нашли? Все получилось? Не знаю. Можно пока немного рассказать об организации «Рассвет». Что это за люди, где они здесь есть, как в нее вступить, если есть такая необходимость. Какие планы? Хорошо. В марте 2022 года, прошлого года, у меня вышли инициативные педагоги 28 школы интерната. Елена Александровна, как она здесь работает с педагогами 28 школы, они реализуют проекты для детей с расстройством психического спектра. И у меня есть опыт, у нас в классе есть расстройством психического спектра. В общем, мы решили объединиться в ассоциацию педагогов, осуществлять сопровождение детей с расстройством психического спектра. У нас ассоциация городская. Нет, не будет. Вот. И у нас есть координационный совет, который входит. Это Егор Афанасьевич, Ирина Александровна, Лена Сергеевна, Ансута Валерьевна Средна. В общем, Елена Николаевна Казакова, да? Такая команда у нас собралась из педагогов, медиков, школьников, дошкольников, коммерческих организаций. Вот. Мы объединились с целью поддержки друг друга, с целью привлечь к работе детьми сразу других педагогов и других организаций. Вот мы уже провели несколько интересных, последний такой слайд сразу откройте, несколько интересных мероприятий
Вот, я. Посмотрите, да, самое яркое событие в течение года – это акция «Зажги семьи». Вы видите фотографии, в которых принимают участие дети и педагоги. Проводим выставки творческих работ детей с расстройством аутистического спектра. Мы провели семинар городской по обмену опытом. Привлекаем другие организации для проведения различных мастер-классов, досугов для детей с расстройством аутистического спектра. Ну и думаю, у нас большое будущее. Так, ну теперь я вернусь к школе. Да, и приглашаю вступить в нашу ассоциацию. В телеграм-канале у нас есть свой канал, рассвет. Так, ну это вот о статистике, которую я озвучила. Сейчас очень важно отличать дети с УВЗ и дети с инвалидом. Да? Дети с УВЗ имеют допущение к МКК, и это очень важно для определения финансирования образовательных учреждений. То есть принимается конкретно за детей с юридической комиссии. Сразу хочу сказать, что дети с инвалидом, они вообще никак не финансируются. Ну вот дети с УВЗ точно финансируются. Вот на дому сейчас финансируют обучающих. Как мы организуем обучение для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью? Это инклюзивные классы, это обучение на дому, обучение медицинской организации, это госпитальная школа в Национальном центре медицины. Классы для детей с УВЗ, сейчас такого понятия, как электронные классы, уже нет. Это все-таки грамотно будет говорить, это классы для детей с УВЗ и интегративное обучение. Про классы для детей с УВЗ могу сказать, что они у нас открывались как ресурсные, но финансовые ресурсные классы никак не поддерживаются. Учреждения как бы в минусе, да, оказывается. Поэтому мы работаем как ресурсные классы, но документально у нас не оформлены цены учебного года как классы для детей с УВЗ. Отдельно хочу отметить, что наша школа является инновационно-образовательной площадкой. Очень знаем, республика состоит в пути по обучению детей, находящихся на длительном лечении, онкогематологии Национального центра медицины. Здесь тоже проводится огромная работа педагогами. И это очень большая площадка, республика, детский сад подсвечник, который тоже имеет с ограниченными возможностями здоровья. С нами также работает Институт новых технологий, является координатором площадки. И вот за этот год прошло очень много мероприятий, то есть у нас включили в нашу республику, я хотела бы отметить, я не знаю, это с удовольствием. Знаете, что мы очень грамотные, высоком мероприятия, и вот прям с удовольствием приезжает, и когда мы пошли на открытие дошкольного отделения в Национальном центре медицины. И 11 марта тоже они там организуют на базе нашей республики 11 мая какой-то крупный фестиваль по языкам, по национальным языкам. Дети объявления участвуют. Вот. Казалось бы, не так много, да, где-то в СУВЗ, но все они учатся по адаптированной образовательной программе. То есть мы реализуем практически все, по всем нозологиям адаптированные образовательные программы для слабослышащих, слабовидящих, для детей с тяжелыми нарушениями, нарушением опорно-двигательного аппарата, ЗПР, для детей аутистического спектра. Вот хотела бы обратить внимание на эти фотографии, очень мне нравится, где дети все вместе, да, на фотографии дети с РАСой, дети нормотипичные детки, мы все вместе, у нас нет никаких ограничений в школе. И вот ребенок, допустим, спиной, который стоит, да, на фотографии, тоже протягивает руку своему сверстнику для общения, для установления контакта. У нас в нашей школе уже как бы существует своя модель инклюзивного образовательного процесса, вот, которую вы видите на слайде, да, и озвучиваю, сами прочитали. Но самое главное, что я хотела отметить, да, конечно, важно программно-методическое обеспечение и, естественно, универсальная безбарьерность, да, и кадры, огромное значение имеет. Но все-таки, я думаю, самое главное – это осуществление психолого-педагогического сопровождения с первых дней пребывания ребенка в школе. То есть ребенок поступил, мы должны сразу включиться, организовать для него комплексное сопровождение, и тогда, я думаю, пройдет адаптация у ребенка хорошо, как показывает практика. Да? Наличие доступной среды. Ну, вот о здании я немного сказала, вы можете посмотреть, также у нас есть
микроавтобус для перевозки маломобильных участников, возит у нас деток. В общем, проблема с с техническим оснащением, да, здания, в принципе, у нас нет. Мы развиваемся, что-то приобретаем новое, но в целом все нормально. Вот. Для детей сразу для них нужны отдельные специальные условия. То есть для других нозологий все-таки там как-то другое, да, а вот для детей сразу нужно обязательно зонирование. Вы можете посмотреть на фотографии, это у нас русский класс. Такую парку, что можно использовать в классе, если ребенок учится в условиях музея. Обязательно должна быть какая-то зона дистанционной разгрузки, где ребенок может проводить перемены, отдыхать, выходить из класса, если он устал, у него какой-то шок будет пойти. Очень важно, это специальные технические средства обучения, делать учебный материал для каждой категории детей отдельно, это не то, чтобы категории для каждого ребенка, потому что дети в СУЗе, они все разные, и по уровню развития, и по способностям, и по социализации, и по коммуникативным навыкам, да? Они все разные, и каждому ребенку учитель должен найти подход и подобрать необходимый материал учебный, который будет нужен и необходим конкретному ребенку. У нас в школе есть сенсорная комната, наше любимое место для детей. Она тоже зонирована на зону релаксации, стимулирующую зону и зону реабилитации развития. И также есть комната релаксации. Это комната любима нашими педагогами, где они могут, они тоже получают стресс, да, при работе с детьми. Бывают какие-то такие стрессовые ситуации, где нужно расслабиться, отдохнуть, это нам помогает комната релаксации. Важным составляющим, он, конечно, это психолого-педагогический консилиум, раньше назывался, сейчас психолого-педагогический консилиум. Он уже есть во всех образованиях. И в детских садах, и в школах. В нашей школе он функционирует с 2010 года. Вот вы можете тоже посмотреть, какие специалисты на нашей школе работают и сколько их. Вот. И самое главное, это организация комплексного сопровождения детей с УЗ. Вот такие, можете посмотреть на фотографии, какие направления работы осуществляет наша социально-психологическая служба, наши специалисты. Это обязательно работа, коррекционная работа специалистов, индивидуальная, групповая. Огромная работа проводится с родителями в виде проведения родительских лекций, семинаров, мастер-классов, обучающих занятий, вот, консультирование и, конечно, работа с самими педагогами проводится. Тоже проводятся уроки физкультуры и оздоровительная работа. Учитель физкультуры у нас имеет образование по адаптивной физкультуре. Вот. У нас есть замечательный бассейн, тренажерный зал, спортивная площадка на улице. Но есть некие моменты финансового обеспечения по поводу бассейна. Да? У нас бассейн завязан с центральным отоплением, и как только отопление снижается, нагрев воды уменьшается. То есть получается по факту год он работает, может быть, месяца 4, когда идет сильный напор обогрева в отопительный сезон. Вот поэтому мы вот прямо слезно болеем за этот момент, да, мы хотели бы, чтобы дети и на летней площадке тоже могли плавать в бассейне. Вообще все круглый год, чтобы могли пользоваться этим бассейном, получается, что у нас это не происходит. Этот вопрос тоже пытаемся решить. Вот. Для детей с УЗ очень важно работать с социализацией и адаптацией. Мы привлекаем разные организации, помощь нам, вот, проводим мероприятия и праздники с родителями. Вот. Также работает у нас, ведется работа по дополнительному образованию. Вот, слева на фотографии мальчики, которые сегодня открывали нашу школу, они являются членами инклюзивного ансамбля «Конусистов дружба». То есть у нас и ансамбли есть, и все дети вместе на равных условиях обучаются. И посещают, в том числе посещают тоже. А это наши сетевые социальные партнеры. Ну и в конце я бы хотела немножко похвастаться, да, что в 2020 году наша школа стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая школа России» и лучших школ.
Когда можно перевести своего ребенка в 35-ю школу. Да, и мы принимаем детей, пальчик по закрепленной территории нашей школы. То есть детей Подписаться и перевести. Если будет очень много детей с УЗ, или, вот как говорят, ваша школа строилась только для детей с инвалидностью, с ограниченным личным здоровьем, мы же все понимаем, что мы не можем в один класс посадить детей разных категорий. Тогда, даже если одна категория уже не будет близко, да, это повторить скажем, коррекционный класс. А если мы хотим все-таки, чтобы дети социализировались и учились среди здоровых сверстников, мы должны соблюдать смотрели, санитарные нормы, это 3 ребенка в ранний класс, 3 ребенка с ограниченным возможностями здоровья на класс. И тогда можно будет грамотно построить этот процесс. Спасибо большое. Любовь Владимировна является разработчиком общенациональных актов внутри своего учреждения. И, в принципе, она готова делиться, да, материалами конкретными, которые можно было бы использовать, да, в учреждении. Да, меня многие знают, обращаются, я никогда никому не отказываю. Какой методический центр для вас? Да. Ресурсный центр, ну, как он если лично я, то да. Поэтому обращайтесь, всегда поддержу, помогу, подскажу. Да, ну и безблагодарное письма мы сегодня, да, и уходим, все выступают. Давно хотела поцеловать Владимировну. Сегодня, кстати, будет уникальный шанс фотографироваться между двумя группами. Что за деньги? Для выключения Zoom последнее слово. Для выключения Zoom последнее слово говорит Елизавета. Последнее слово. Я имею в виду, что мы сейчас уходим на перерыв. В 14:10 мы встречаемся в школьной секции, дошкольная в зале Куяр. На первом этаже можно купить обед, пообедать.